факультета башкирской филологии и журналистики. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Надеемся, что нам удастся поднять ваше настроение. Ну и, конечно же, какой студфест без нашего многоуважаемого жюри. Давайте поприветствуем их! Алексей Сергеевич Паньков, режиссер драматического театра, помощник режиссера, постановщик, выпускник Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова. Заслуженный артист Республики Башкортостан, руководитель коллектива народного ансамбля танца «Ирандык» Башкирского государственного университета. Вера Викторовна Ромашова, артистка Башкирского государственного театра оперы и балета, обладатель гран-при международных конкурсов, руководитель вокальной студии «5 утра» Башкирского государственного университета. Руководитель ансамбля студии бальных танцев «Аллегро». Розалия Юршатовна Тагирова, заведующая студенческим клубом Башкирского государственного университета. А вы знаете, зачем придумали кино? Чтобы уверить людей в том, что жизнь имеет форму истории, чтобы убедить их, что в плетении разных событий, которые мы переживаем, есть начало, середина и конец. Тамашабызды рәхим итеп карагыз! Вадим, ну давай быстрее, ну фильм начинается! И зачем я только согласился пойти с тобой сегодня в кино, не понимаю. Ну понимаешь, в этом году во всех кинотеатрах показывают только отечественные фильмы. А я, в отличие от тебя, хорошо отношусь к нашему кино. Ладно, уговорила, пойдем. Я устала. Уже 4 дня прошло, а я до сих пор ничего не написал. Позор. Попробуй еще раз. Главный герой. Главный герой. Главный герой. А вот бы повстречать сейчас знаменитых режиссеров. Вот было бы тогда. Я им привет, а они мне совет. Я им привет, а они мне совет. Я ж главного героя-то не придумал. А может быть, Салават Юлаев? Спать надо. Спать. Салават
Спасибо, девушки. Снято. Молодой человек, как вы здесь оказались? Не знаю. Да, батенька, манерам вас никто не учил. Позвольте представиться, Яков Протазанов. Подождите, то есть вы хотите сказать, что являетесь режиссером Салавата Юлаева, который вышел полвека назад? Не понимаю, о чем вы, но мы сейчас снимаем Салавата Юлаева. А вы, который до сих пор не представился, сорвали нам сцену. Простите, мне правда очень жаль, но вы можете объяснить, а как я сюда попал? Слушайте, товарищ Петровский, у нас совершенно нет свободного времени. Давайте позже. Мубаряков, на площадку. Приготовились, мотор! Эй, скуластый! Чего ждешь? Месяц песню играет, а песня летит. На землю прилетела, земля стала белой, кругом все белое, а здесь черное. А чего у тебя здесь черное? На сердце у меня черная жизнь башкирского народа. Эх, взять бы крылья, да полететь в это белое, совсем белое царство. Ладно, иди в избу, спать пора. А если не пойду, что будет? Вот что будет. Ага, испугался? Русских девушек не видал. Лови! Пусти! Не пущу, Пусти! не пущу. Медведь девку не пускай.
будущего. Ага. Твоим словам я поверить не могу. Но вот тебе мой совет. В твоем фильме должен чувствоваться дух народа, его храбрость, доброта, непреклонность. Без этого никак. Надеюсь, у тебя все получится. Снимаем 4-ю сцену. Актеры, на площадку! Товарищи женщины, Девушки, так ведь это наш господин. Зайнаб, Джамиля, Гюзель, Саида, Нафиса, Зухра, Лейла, Зульфия, Гульчатай. Гульчатай! Никто не должен видеть наши лица. Ты наш мужчина, ты наш господин. Так, товарищи женщины, революция освободила вас. У вас больше нет хозяина, нет
Нет, господина, и называйте меня просто товарищ Сухов. И забудьте вы свое проклятое прошлое. Вы будете свободно трудиться, и у каждого у вас будет отдельный супруг. Вопросы есть? Вопросов нет. Любезная Катерина Матвеевна, поскольку выдала свободная минутка, и разнежился я на горячем солнышке, будто наш кот Васька на заваленке. Сидим на песочке возле самого синего моря. Ни в чем беспокойства не испытываем. А солнышко здесь такое, аж в глазах бело. Владимир Яковлевич, а как это мне поможет найти вдохновение? Ты почему-то все усложняешь, Рома. Знаешь,
Искусство должно быть простым, понятным каждому. Надеюсь, вот эта песня поможет. Раз. Как говорится, когда фильмы снимают, тоже все не сразу получается. Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся. Ах, какая штука, письмецо в конверте. Погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте. Погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, так клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, так клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви. Вера, вы меня просто не понимаете. А мне кажется, я знаю вас много лет и понимаю вас. У вас нет того, что я ненавижу. Ненавижу. Вы настоящие, вы естественные. Да, мне с вами легко. Вот я такой, какой я есть. И мне не надо притворяться. Мне ничего. Понимаете, да? А вы вот сами, смешно сказать, а я впервые почувствовал себя свободным. Вы себе просто цены не знаете. Вы настоящие, вы естественные, вы очаровательные. Да вы прекрасные. Простите, если что не так. Все было прекрасно. Все было замечательно. Ну, счастливо вам добраться. Всего вам самого-самого. Ну, Рома,
Да ни о чем. И обо всем сразу. Да? А самое главное, о чем он, это любовь. Многие из нас думают, что они любили. Хотя на самом деле прожили всю свою жизнь без любви. Они принимали за любовь то мимолетное влечение, то чувственное притяжение. А любовь это особое чувство. С моей точки зрения, способность любить, она как талант, который либо дан человеку, либо нет. Подождите, Ильдар Александрович, вы куда? В старинном парке корпуса больницы кирпичные простые корпуса. Как жаль, что не учился я молиться. И горько, что не верю в чудеса. А за окном моей палаты осень. Листве почившей скоро быть снегу. Я весь в разброде, не сосредоточен. Принять несправедливость не могу. Что мне теперь до участи народа? Куда пойдет и чем закончит век? Как умирает праведна природа, как худо умирает человек. Мне здесь дано уйти и раствориться. Прощайте, запахи и голоса, цвета и звуки, дорогие лица, кирпичные, простые корпуса. Теряя кровь, мы уйдем от нашей с тобой
звездой, той, что над тобой, видеть, что ты рядом и что живой, радоваться вместе рождению дня, хрупкую надежду в душе храня. Если снова бой, вся моя любовь устремится первой, теряя кровь, мы уйдем от нашей с тобой войны и моей невысказанной. Наверное, не нужно говорить, в чем сила. Единственный рецепт – это быть искренним. Если ты увлечен, делаешь что-то искренне, это все получается. И вот еще. Самый интересный опыт – последний или предстоящий. Если у тебя что-то идет не так, значит, ты идешь по ложному пути. А теперь вставай, вставай и действуй.
во всем. Вдруг мне захотелось сильно сделать что-нибудь свое. Сколько скомканных листов лежать осталось на столе. Сотни тысяч вечеров, вновь не то и вновь не те. А почему бы мне не смочь, вырывалась из груди? За окном давно уж ночь, и вдохновения не найти. Ведь не зря же я живу, должен же быть какой-то смысл. Вот который день бреду. Как отснять мне этот фильм? Каким должно быть то кино, что воскресает души, от которого тепло и в мороз, и в стужу? Слушайте ж меня, друзья, слово каждое впитайте, чтобы светлой жизнь была, фильмы добрые снимайте. Пусть без корысти ваш герой руку помощи протянет, пусть он будет чист душой, лишь тогда примером станет. Фильмы будут пусть просты, без особых спецэффектов, но и как же без любви, ведь любовь всегда эффектна. Пусть резвится в поле конь под мелодию курая, а затем большим холмом гордо Уралтау всплывает. Иль пускай в полях народ все калинку напевает, вон у тех резных ворот балалайка заиграет. Пусть будет искренности больше, зритель, чтобы смог любой осознать немного позже. Фильм-то был какой живой. Пусть станет вкладом сотни душ, лента в 60 минут. Ты представь, была там глушь, а теперь сады цветут. Такое будет жить кино не один десяток лет, и от него будет тепло. Вот таков вам наш завет!